Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка в 4 классе. Урок 28. Тема урока «Мы строим города и села». Сегодня на уроке ты будешь определять значение словосочетания по контексту, основные моменты прослушанного текста. Будешь писать краткий текст с помощью учителя. Упражнение номер 1. Прочитай. Ответь на вопросы. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бер. Наш аул. Біздің ауыл. Нет места красивее нашего аула. Раньше не так было. Вспоминаются рассказы отца. Он увидел первый раз свой аул с самолета и удивился. Кому это пришло в голову разбросать домишки так далеко друг от друга? Сами домики были темными. Теперь они новенькие, беленькие. Глядят дома один на другой сквозь сады. Все сделали мои земляки своими руками. Школа в ауле тоже новая. Она большая, светлая. В ней работает много хороших учителей. Я люблю это место на земле. Это мой аул, наш аул. Каким аул был раньше? Почему он стал красивым? Что же сделали земляки автора? Как ты думаешь, кто по профессии были земляки? Перечисли. Ответ аргументируй. Объясни значение словосочетания «пришло в голову», «глядят сквозь сады». Ответы. Аул раньше был маленьким. Дома были темными и разбросанными. Аул стал красивым, потому что жители приложили усилия. Дома теперь новенькие и беленькие. Земляки автора посадили сады, построили новые дома, школу. По профессии они строители, садоводы, потому что появились новые дома и сады. Пришло в голову, кто мог так подумать? Глядят сквозь сады, между домами появились сады. Упражнение 2. Напиши рассказ. Напиши краткий рассказ на основе текста «Наш аул». Наш аул мәтінін пайдаланып, қысқаша әңгіме жаз. Вопросы. Что произошло с нашим аулом? Каким он стал? Что построили строители? Какие эти дома? Что еще построили? Какая школа? Что сделали садоводы? Наш аул изменился в лучшую сторону. Сейчас он стал лучше и красивее. Строители построили новые дома. Дома беленькие и новенькие. Еще строители построили школу. Она большая и светлая. Садоводы посадили деревья. Аул преобразился и изменился. Упражнение номер 3. Пересказ по рисункам и вопросам. Запомни и запиши слова. Строитель. О. Пишем О, произносится А. Суффикс тель. Экскаваторщик. Пишется буква А, О, суффикс щик. Кто сидит высоко над землей и поднимает вверх тонны кирпичей? Кто кирпичи кладет ровно в ряд? Чья работа на стройке всем видна? Кто строит садики и школы для ребят? Назови профессии этих людей и запиши их в тетрадь. Упражнение 3. Высоко над землей сидит крановщик и поднимает вверх тонны кирпичей. Эти кирпичи кладет ровно в ряд каменщик. На стройке всем видна работа экскаваторщика, крановщика, каменщика, строителя. Строители строят садики и школы для ребят. Очень важны профессии строителя, экскаваторщика, крановщика, инженера, каменщика, маляра. Упражнение номер 4. Творческая работа. Подготовь презентацию, 2-3 слайда или фотографии. Каким был твой город, твое село 5-10 лет назад? Каким стал сегодня? Напиши 3-4 предложения. 2-3 слайдтан немесе фотографиядан тұратын презентация дайында. Ол өзіңнің қалаң немесе ауылың
5-10 жыл бұрын қандай болды? Қазір қандай? 3-4 сөйлем жаз. Раньше наш город был маленьким, сегодня он стал большим и красивым. Строятся новые дома, парки, аллеи и торгово-развлекательные центры. Я люблю свой город. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующих встреч.